Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим тему ментального здоровья с нашим гостем Надеждой Васильевой. Аплодисменты! Ну и, друзья, давайте внимание на экран. Принято считать, что в наше время человек живет в условиях высокого комфорта и является творцом своей судьбы. А успех в современном мире зависит от того, насколько человек свободен внутри, как он умеет выстраивать отношения с окружающими и насколько он эмоционально устойчив. В противном случае человек будет проживать жизнь впустую, так и не реализовав себя. Надежда Васильева – руководитель психологического центра, психолог-практик с большим опытом. Стаж Надежды составляет более 20 лет. Она проводит консультации по семейным кризисам, воспитанию детей и психосоматическим заболеваниям. Ментальное здоровье – дань моде или реальная забота о себе? Если ментальное здоровье так важно, то почему же так мало важной информации о нем? Состояние ментального здоровья является неотъемлемой частью счастливой жизни. Друзья, чтобы поподробнее разобраться в этой теме, нам нужно разделиться на две группы. Оптимисты – это те, кто считает, что тренд на ментальное здоровье положительно сказался в нашем обществе. Люди стали больше интересоваться психологией и осознаннее подходить к своим потребностям и способностям. Пессимисты же считают, что люди, обладая поверхностными знаниями и давая себе отдыхать, думают, что заботятся о своем ментальном здоровье. Но ментальное здоровье – это не временная необходимость, а неотъемлемая часть счастливой жизни. При этом каждой из сторон нужно стараться перетянуть на свою сторону больше участников. Оптимисты будут справа. Пессимисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Специалист, который изучает состояние души человека. Психолог и сильная личность. Надежда Васильева. Надежда, здравствуйте. Добрый вечер. Надежда, сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы могли рассказать о себе. Я, как вы уже меня представили, психолог, являюсь руководителем собственного психологического центра частного. Со мной работают выдающиеся психологи Якутска, которые имеют большой опыт, хорошее образование. И мы работаем и с детьми, и со взрослыми, и с разными, и сложными, и простыми задачами как раз в плане ментального психологического здоровья. Замечательно. Аплодисменты нашему гостю. Сейчас мы перейдем к небольшому блиц-интервью. Соответственно, будут быстрые вопросы, ну и, соответственно, быстрые ответы. Так, первый вопрос. Общаясь с людьми об их проблемах, вы чаще абстрагируетесь или сопереживаете их чувствам? Я отношусь профессионально. Это значит определенный уровень эмпатии, когда я человеку сочувствую. Но я не включаюсь ни в жалость, ни то, что я чувствую то же самое. А я как психолог, как специалист, который должен человеку помочь в этом состоянии, в этой ситуации. За что вы любите свою работу? И я, как сказала, выбирала эту профессию именно по себе, по душе. То есть не потому, что это высокооплачиваемо, не потому, что это модно сейчас стало в последнее время. То есть когда я этим начинала заниматься, это не было трендом. И это мне подходило. Это то, что мне нравится, то, что я хочу изучать, то, что я могу это делать, я могу помогать людям, могу слушать их внимательно. И обладая большими вот этими знаниями, обучаясь ежегодно, я могу быть полезной людям. Работа – это хорошо, но интересно знать, как вы отдыхаете. Отдыхаю очень обширно. Я люблю активный отдых, выезды за город, заниматься спортом, ездить в автотуры, плавать в бассейне, танцую, тоже очень танцевать люблю, йогой занимаюсь. Я вообще инструктор, коуч йоги, веду сама занятия, вела до недавнего времени, пока приостановила. В общем, активная такая у меня жизнь. Кроме работы у меня очень много других интересов. Как вы считаете, почему люди с наличием психологических проблем боятся обратиться к психологу? Я очень рада, что это стало модно, и сейчас люди меньше стали бояться. В то время, когда я начинала в 2002 году, в первом я закончила, со второго года я начала работать. И там действительно говорили: ой, психолог, это же, значит, я психически больной, и ни в коем случае нельзя даже вслух это произносить, слово «психика». И этого очень люди боялись. Сейчас, слава богу, этого люди не боятся.
но не совсем, к сожалению, понимает. И поэтому наша передача сегодня как раз-таки, наверное, имеет основную цель, для меня, по крайней мере, объяснить людям, что мы, психологи, в общем-то, люди не страшные, помогающие и каждому человеку нужны и необходимы. Развивая эту тему, какие мифы о психологии самые нелепые, на ваш взгляд? Ну, то, что как цыганка, психолог там может гадать, на картах есть метафорические карты психологические, да? Некоторые путают это с гаданием, есть тарологи-психологи, то есть таро-карты – это отдельные карты. И некоторые вот так садятся и говорят: ну, скажите про меня, вы же психолог, вы же, наверное, читаете мысли, да, вот я сейчас о чем подумал, что вы про меня сейчас скажете. Ну, путают нас с экстрасенсами, вот это смешно. Надежда, а были ли моменты, когда ваши рекомендации усугубляли ситуацию? Я бы не сказала, что усугубляют ситуацию, да, просто есть такой момент, когда человек очень долго ходит с проблемой, и он никак не может ее даже сам понять. Вот что-то у меня болит в душе, но я сам не понимаю, и он ее копит, когда уже совсем не накрывает человек, когда он не может ни есть, ни спать, ни общаться, ничего, вот тогда он приходит к психологу. И когда эта проблема, накопленные чувства вскрываются, человеку может реально поплохеть. Но это процесс выздоровления. Иногда после консультации люди могут чувствовать себя хуже. Почему? Потому что это вот как раз-таки нужно для того, чтобы вот это все вскрыть, проветрить, вычистить, дезинфицировать. Но это как работать с раной физической, то же самое же, да? Мы это делаем болезненное что-то для того, чтобы это начало исцеляться, выздоравливать. И в работе психолога тоже такое может быть. То есть это как процесс выздоровления. Вот если говорить о нашем регионе, связываете ли вы наличие ментальных проблем у местного населения с якутским климатом? С климатом, вообще есть национальные, конечно, особенности. Они заключаются в том, что мы вообще мало эмоциональны. Не то, что мы чувствуем мало, да, чувствуем мы очень много, наравне со всеми, как у всех, все в порядке у нас. А вот выражение чувств у нас вообще какое-то немножко замороженное, и немножко все такие покер-фейс, да, когда по лицу не должно быть вообще ничего заметно, и мы это воспитываем раньше, воспитывали в детях, и вырастают люди такие, чтобы никто не заметил, что я этого человека люблю, что мне плохо, что я хочу плакать, или что, покер-фейс, да. И это, да, у нас есть такое, что мы эмоции не учимся понимать, показывать, переживать, что это плохо как будто. Вот такая особенность. Хорошо, аплодисменты нашей гости. Надежда, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас поближе, ну и подискутировать на нашу тему. Соответственно, у нас здесь сегодня собрались как студенты, так и рабочая творческая молодежь. Справа от вас расположились оптимисты. Они считают, что популяризация ментального здоровья положительно сказалась на нашем обществе. Люди все больше интересуются как психологией, так и больше уделяют внимание своему психологическому состоянию, своим, так сказать, потребностям и способностям. Слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что люди, обладая поверхностными знаниями и давая себе отдыхать, считают, что заботятся таким образом о своем ментальном здоровье. Но ведь ментальное здоровье – это не только отдых, но и неотъемлемая часть счастливой жизни. Вот, сейчас, друзья, мы обращаемся уже к вам, к нашей аудитории. Друзья, поделитесь, почему вы оказались на той или иной стороне, чем обусловлен ваш выбор. Ну и давайте по традиции начнем с оптимистов. Добрый вечер, меня зовут Наталья. Я согласна с тем, что в Якутии действительно многие люди не умеют выражать свои эмоции, или просто не хотят, или их, скорее всего, подавляют. Поэтому я нахожусь на стороне оптимистов, так как сейчас по новым тенденциям психология, а также умение выражать свои чувства и эмоции как раз-таки восходит на новый уровень, и таким образом люди открываются и действительно становятся намного позитивными, им становится легче. Поэтому я считаю, что действительно ментальное здоровье — это очень важно. И то, что пришел такой тренд, что человек должен открываться и должен следить за своим ментальным здоровьем, это очень полезно и актуально. Здорово, аплодисменты. Пессимисты, почему вы выбрали эту позицию? Пожалуйста, микрофон. Ментальное здоровье также важно, как и наше физическое здоровье. Мы постоянно следим за нашим физическим здоровьем, тренируемся, кто-то бегает, кто-то ходит в спортзал, кто-то занимается здоровым питанием. И я считаю, что мы также должны заниматься своим ментальным здоровьем. Спасибо, аплодисменты.
Пожалуйста, оптимисты. В любом случае, каждый, да, вот каждый молодой человек сейчас или же молодая девушка подвергается вот всем вот этим атакам, да, то есть депрессия, ну, чувство депрессии, да, панические атаки, и опять же их нужно как-то побороть. Ну, к сожалению, у нас цены на психологов очень дорогие, а в больницу попасть, ну, очень трудно, поэтому нужно заниматься, ну, самому все это делать, то есть смотреть видеоролики на YouTube или же смотреть, получается, различные сайты и также самому как-то более-менее модернизировать свой организм. Спасибо, аплодисменты. Пессимисты? Я также считаю, что ментальное здоровье важно, и важно уделять этому большое внимание. Но я считаю, что все же к этому вопросу нужно подходить системно. Поэтому я на этой стороне. Хорошо, спасибо, аплодисменты. Оптимисты, давайте послушаем вас. Я рад, что люди хотя бы начали говорить о ментальном здоровье, потому что все мы понимаем, что советское время, ну и постсоветское время, как сказала наш гость, что об этом стеснялись говорить. Об этом сейчас готовы кричать, пишут в социальных сетях, делятся своим опытом. Но я этому только рад. Вот поэтому я на стороне оптимистов. Спасибо, аплодисменты. Ну, давайте последнее мнение со стороны пессимистов послушаем. Но я считаю, что даже несмотря на то, что сейчас в интернете достаточно таки очень много информации о ментальном здоровье, очень много советов, как нужно работать на своем ментальном здоровье, но люди, даже несмотря на наличие такой информации, не всегда обращают на нее внимание. Надо как-то решить эту проблему и подходить к данному вопросу систематично. Спасибо, аплодисменты. Друзья, пожалуйста, сейчас вы можете задавать свои вопросы нашему гостю Надежде. Пожалуйста, давайте начнем с оптимистов. Здравствуйте еще раз. Получается, смотрите, вот сейчас многие, да, из молодежи, получается, часто подвергаются паническим атакам. Вы, наверное, очень часто слышали. Все-таки очень сильно влияет наш климат, морозы. То есть, когда человек, допустим, ну, ходит, да, ему становится тяжело от этого всего, да, от того, что, получается, солнца нету, да, вот. И вот я бы хотел спросить у вас, как с этим бороться, с паническими атаками? У меня лично есть знакомые, которые этому подверглись вот недавно. Я бы хотел узнать. Да, действительно, панические атаки часто встречаются, но не у каждого. Да? Вот вы сказали, что у каждого практически есть это. Да нет, не у всех это есть. И для возникновения панической атаки есть определенные личностные особенности человека. Не у всех же бывает это, да? У кого-то бывает. Точно так же, как не все становятся алкоголиками, кто выпивает, например. Да? Точно так же не все, кто стрессует, а стрессуют все, становятся потом обладателями вот этой паники. Какие же особенности характера? Во-первых, это гиперконтроль, и когда человек слишком много живет именно вот этой своей умственной сферой, когда он полностью контролирует и подавляет свои чувства, вообще не разрешает себе что-то чувствовать и живет только тем, как надо, как должно быть, и всю свою жизнь выстраивает вот именно таким образом. Люди перфекционисты, люди очень ответственные, люди очень трудоспособные, но при этом совершенно не в контакте со своими эмоциями. И что происходит тогда с эмоциями? Они, когда их не чувствуют и не выражают, вообще эмоция – это то, как мы реагируем на мир, на то, что с нами происходит, на окружающее нас. Да? Любая эмоция, она всегда имеет причину, всегда. Без причины эмоция не возникает. И эта эмоция, она всегда должна как-то выходить, она должна быть отреагирована. То есть, если нам смешно, мы должны как-то посмеяться, улыбнуться хотя бы. Если нам грустно, но мы должны как-то погрустить и как-то это выразить. Когда нам грустно или смешно, но мы это вообще себе блокируем, да, получается, эмоции, они уходят куда? В тело, в организм, внутрь, и это начинает копиться, копиться, копиться до того момента, когда выходит это уже бесконтрольно. Что такое паника? Да? У человека возникает ощущение, как будто он сейчас потеряет сознание, он начинает задыхаться якобы, потому что они проходят медицинское обследование, ничего, никаких нарушений медики у них не находят. Но у них прямо реальное ощущение, что вот я сейчас потеряю сознание, умру. До такой степени это страх. Да, и вот это, видите, это сосудистое у них нарушение идет, да, в организме. И от этого вот такая вот реакция.
И вы еще сказали, что бороться. Вообще все время используется вот это слово. Бороться со страхом, бороться с ленью, бороться. Не надо ни с чем бороться. Это все, что внутри вас, оно имеет свою причину. Та же лень, она не просто так к вам приходит в какие-то определенные моменты. Когда вам хочется играть с друзьями, вам никогда не бывает лень же, да? А вот когда что-то такое важное нужно сделать, вам может быть стать лень. Ну, причина на это есть. И поэтому надо не бороться, а надо понять причину, во-первых, почему со мной так произошло, депрессивное ли состояние, да, паническое ли состояние, какая-то ли апатия, там, тревожность, там, страхи какие-то. Очень много вот таких есть разных состояний, да, которые могут долго у человека держаться и мешать человеку нормально жить. Вот. И разобравшись в причинах, поняв, что я не так делаю, как я неправильно на поведенческом уровне себя проявляю, и меняя свое поведение, то есть паническая атака лечится тем, что меняется поведение человека, меняется отношение человека к себе, отношение к тому, что он как делает, ну и так далее, и так далее. То есть это глубокая такая длительная работа в психотерапии, да, с психологом, ну и с психотерапевтами, врачами, которые могут еще медикаментозно помочь, если ну, какое-то сложное и длительное состояние. Вот так. Спасибо, аплодисменты. А как человек может помочь себе? Есть определенные методы самопомощи. Ну, допустим, с той же паникой, страхами, тревогами можно справиться с помощью дыхательных упражнений. Когда ты начинаешь дышать, разные техники есть дыхательные, но самое простое и доступное – это просто глубоко дышать, удлиняя выдох. Чем длиннее ты делаешь выдох, а еще можно делать с задержкой дыхания, да, тем самым на физиологическом уровне мы успокаиваем себя внутренне. Вообще у нас есть 3 уровня. Есть вот это уровень мыслей, то, что я знаю, думаю, понимаю, анализирую. Есть уровень эмоциональный, чувств. Это разные уровни, и между ними иногда есть связь, иногда у некоторых людей вообще связи нет. И есть 3-й уровень, про который вот пессимисты как раз говорили, что на это надо обращать внимание, физическое, я с этим согласна. У нас же голова не находится отдельно от тела, а почему-то мы так живем, как будто оно так, что тело мы эксплуатируем беспощадно. Если мне надо там работать, я не сплю, не ем, вообще там ничего не делаю, да, и потребности тела полностью игнорируются. А эмоциональная сфера, она полностью связана с нашим организмом, с телом, с психофизиологией, с деятельностью мозга и так далее. То есть вот эти 3 сферы, они взаимосвязаны, они не находятся отдельно друг от друга. И получается, нам надо заботиться и о наших мыслях, и какие-то ценности, цели, предназначение мое, понимание себя, вот это как-то приводить в порядок, потому что от этого мы эмоционально можем страдать. Если я себя считаю хорошим человеком, эмоционально мне как-то счастливо и весело, да? Когда я считаю, что я весь плохой, недостоин ни любви, ни уважения, что я чувствую при этом? Я начинаю как-то злиться на себя, даже ненавидеть себя и так далее. И все это как отражается на теле? То есть негативные эмоции сразу начинают вызывать в теле разные реакции. Да? Ну вот вы когда злитесь, что с телом происходит? Обращали как-то внимание? Что происходит? Ну, во-первых, сердцебиение, да? Дыхание у нас становится такое прерывистое, да? И идет выброс гормонов в кровь, меняется даже состав крови, когда мы находимся в стрессе. Да, и вот это для чего нам нужно? То есть если есть какой-то страх, значит есть какая-то опасность. Мозг так у нас эту ситуацию оценивает. И если есть опасность, мы что должны? Мы должны активироваться, то есть выброс этого адреналина, кортизола, нас должен вот что-то активно, мы должны начать что-то действовать. А получается, стресс произошел, да, голова говорит, все в порядке, не паникуем, да, расслабься, успокойся. И получается, вот эта вся стрессовая реакция, она остается в крови, она не выходит, никак не реализуется. И от этого, получается, человек начинает копить в себе вот эти негативные. И потом рано или поздно его где-то прорвет. Да? То есть это не может копиться бесконечно. Давайте послушаем вопрос со стороны оптимистов. Да, я бы тоже хотел еще один вопрос задать. Смотрите, получается, в мои школьные годы я ходил на дополнительный урок, называется музыкотерапия. Вот. Но, к сожалению, этот урок перестал уже у нас вообще проводиться в целом, да? То есть отменили его. Я бы хотел спросить, а помогает ли музыкотерапия? То есть вообще в целом музыку слушать это полезно или нет? Помогает ли музыка, любимая музыка, то есть какой-то определенный жанр или же определенный исполнитель? Вот.
Очень хороший вопрос, спасибо. Вообще есть направление психотерапии, называется арт-терапия. И музыкотерапия является частью вот этой арт-терапии. В арт-терапии еще есть и библиотерапия, когда книги смотрят, кино специальное подбирает для того, чтобы человеку помочь, да, через живопись, рисование, танцы. То есть все творческие занятия вот входят в вот эту арт-терапию. Значит, музыкотерапия, опять-таки, я думаю, что вы, наверное, все меломаны, и все у вас есть какой-то плейлист, и вы постоянно слушаете музыку же, да? Вот поднимите руки, кто постоянно слушает какую-то музыку. Ну, не все, но большинство же, да? Вот, ну вот это вам ответ, что музыка реально нам помогает жить. Бывает, что когда грустно, хочется что-нибудь поспокойнее послушать, да? Или наоборот, хочется взбодриться, когда ты такой пассивненький, да, а тебе надо активироваться. Ты специально слушаешь, ну когда ты спортом занимаешься, тебе это очень сильно помогает, да? Прямо ритм сердца под это настраивается. И бывает наоборот, когда ты очень тревожный, ты вот как-то себе подбираешь такую музыку, чтобы успокоиться. Медитативную музыку, например, да? Музыкотерапия очень эффективна. И действительно есть такое, что есть вообще музыкотерапевты, то есть психологи, которые занимаются только этим, и они лечат человека, все его состояния с помощью музыки, подбирая специальные произведения, классические в основном, на какие-то вот те или иные запросы. Да? То есть и есть еще лечение разных болезней, онкологии, допустим. Я недавно выучилась на онкопсихолога еще, и там у нас был раздел в обучении вот как раз-таки музыкотерапии. Мы там изучали, какие музыкальные произведения, то есть проведены исследования, люди слушали эту музыку, и потом они чувствовали улучшение, чем те, которые вот эту музыку, например, не слушали. Вот. А обязательно ли при этом к психологу обращаться, или все-таки это можно сделать Человек это самостоятельно? может сделать сам, если он ресурсный, если он стрессоустойчивый, если он, вот у него вот на всех уровнях как бы есть здоровье, и тогда он может с этим, конечно, не поголовно прямо все вот приходите. А что влияет вот как раз-таки на стрессоустойчивость? Стрессоустойчивость это, За счет чего она во-первых, формируется? как раз-таки оптимизм. Когда человек считает, что ну все проходит и это пройдет, справимся, прорвемся, ничего страшного. Когда у него настрой на стрессы вот такой, ну ничего, подождем следующий автобус, если он уехал там, да, когда я подбежал к нему. А есть люди, которые из-за мелочи начинают, все пропало, это конец, все, уже ничего невозможно. такие люди, Это ага. всё. Да, есть. Вот такое вот, это же отношение, и причем это наше ментальное отношение, да? То есть ситуация одна и та же, ну вот с автобусом, допустим, да, отъехал автобус, когда вы к нему подбежали, да. Я могу рвать на себе волосы, страдать и говорить, вот ко мне все плохо относятся, там, и вообще мир жестокий, там. А можно сказать, ну ничего, я могу пешком пройтись, прекрасная погода, да. То есть стресс – это не то, что с нами происходит, а то, как мы к этому относимся. Это сказал Ганс Селье, который вообще ввел это понятие в науку. То есть не важно, что сейчас даже в мире происходит, важно, как вы к этому относитесь. Есть люди, которые очень стрессуют по этому поводу уже, да, прямо туда погружаются и погружаются и погружаются. А есть те, которые говорят, ну ничего, ладно, пока все нормально, пока живем, живы будем, не умрем, как говорится. Аплодисменты. Давайте еще послушаем вопрос со стороны пессимистов. Вот порой бывает такое, что в адрес молодежи от взрослого поколения поступают обвинения об инфантилизме. Как вы считаете, инфантилизм – это бич современности или нет? Есть некая, наверное, тенденция того, что, ну, может, чуть больше детей этого поколения более не самостоятельнее, чем, допустим, мое поколение. Да? Я объясню, почему. В моем детстве было так, что ну, у большинства людей моего поколения мы росли самостоятельно. То есть никто над нами вот так там нам психологов не вызывал, там, не водил по кружкам там, или что-то. Мы ходили на кружки, но мы это делали сами. То есть я с первого класса вообще все сама. И танцевальные, и музыкальные, там, и по воскресеньям макраме, это я все делала сама. И при этом я успевала и гулять там, и подраться, и с горки кататься в актированный день. В общем, активная такая жизнь была, и мы были с детства более самостоятельны, потому что родители все время были на работе. И от этого мы выросли очень такие самостоятельные, самодостаточные, активные, но нам не хватило, может быть, вот этого какой-то заботы, внимания, ласки, вот того, чтобы вот оберегали, защищали и так далее, да. Мне родители, например, сами говорили, я когда пришла первый раз жаловаться на кого-то, что кто-то меня обидел, мне сказали, это твоя жизнь, твои проблемы, иди сама договаривайся с ним.
Все, больше я не приходила к родителям, я сама решала свои проблемы. Хорошо или плохо, это другой вопрос, да, но мы привыкли сами решать свои проблемы. Сейчас идет такая тенденция, что те, кто пережил вот эту нехватку защиты и любви от своих родителей, они начинают это давать своим детям, и причем в таком в усиленном размере. Да, и очень опекать, оберегать, и от этого дети, ну, теряют самостоятельность. Да? Когда все за тебя решает, все прямо ты чихнул, там немножко грустное лицо сделал, ребенок прибегает с ним к психологу, вот он грустный, посмотрите, все ли с ним в порядке. Да? То есть немножко идет перегиб в другую сторону. То есть это какие-то крайности, и есть какая-то середина, когда к ребенку относятся как, ну, действительно нормальному, взрослому, самостоятельному человеку, где-то ему дают самому все решать, а где-то его поддерживают, помогают, направляют. Да? Вот это вот серединная такая позиция. Ну вот, поэтому вот так происходит, да, есть такое. Хорошо, аплодисменты. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому внимание на экран. Следите ли вы за своим ментальным здоровьем? Что такое ментальное здоровье? Да. Каким образом? Ну, всякие книжки читаю, видео смотрю, курсы. Не знаю. Это, в смысле, Это психологически. ну, стараюсь, да. А каким образом подкрепляете? Отдыхаю. Нет. У меня нет времени. Да, я слежу за своим здоровьем. Поход к психологу. Да. Каким образом? Ну, не знаю. Делаю то, что хочу, то, что нравится. Вот, и успокаиваю себя вот так вот. Чтобы успокоить себя, я обычно рисую, ну, для себя. Что еще делаю? Учусь, учеба тоже это расслабляет. Ну, вроде все. Ментальном это психологически, Да, да? психологически. Стараюсь, да, следить как-то. Иногда подкасты слышу, могу к психологу сходить. Ментальное здоровье. Это психологическое здоровье. Психологически нет, не слежу. А почему не следите? Просто такого не стем, чайно, такое ментальное здоровье идет. Да, спортом занимаюсь. И, ну, я это... такие, не знаю, но мне не надо вот такие, например, такие занятия. Просто я много это, делаю зарядку каждый день. Поэтому думаю, что у меня здоровье нормальное. Ментальный... Я да. Не, ну, конечно, я слежу. Рано утром встаю. И самое главное, нормально начинаю спать. Где-то часа 10 уже мы ложимся спать. И утром 5:30 или 6 утра встаем. Хороший сон всегда помогает для работы и вообще для жизни. Друзья, как мы видим из опроса, большинство наших респондентов склоняется к мнению, что каким образом можно следить за ментальным здоровьем? Это здоровый сон, какой-то отдых физический, ну и, соответственно, мы видим, что люди не понимают, как нужно правильно следить за ментальным здоровьем. Согласны ли вы с тем, что вот здоровый сон и адекватный отдых может помочь как раз-таки поддерживать свое ментальное здоровье? Ну и давайте это обсудим. Что вы считаете? Скорее всего, мы не согласны, потому что все-таки, получается, если вот ты спишь, да, вот, ты отдыхаешь физически, но не отдыхаешь, получается, умственно. То есть умственно ты отдыхаешь, когда слушаешь музыку, да, получается, когда остаешься наедине немножко со своими мыслями, возможно, да, опять же, или же просто пообщаться с кем-нибудь, да, на различные хорошие, интересные темы, на простые темы. Когда ты посмотришь, там, получается, разные фильмы, где не надо особо сильно много думать, то есть тем самым ты, скорее всего, даешь себе немножко отдохнуть. Ну, и опять же, это, скорее, всякие разные тренинги тоже, возможно, помогают. Вот. Но точно не... Ну, сон поможет только отдохнуть физически, как по мне. Чтобы просто раны какие-то у тебя зажили или что-то еще. Вот мнение девушки давайте тоже спросим. Так, я согласна с его мнением, так как многие люди не понимают, что ментальное здоровье связано с психологией. Они думают, что это физическое состояние, поэтому Они считают, что физическое напрямую влияет на психологическое. Да, вот. Поэтому
приводят такие примеры. Я считаю, что нормальный сон, он может как раз стабилизировать состояние физическое, но также может помочь психологически. Однако есть же такие проблемы, которые глубокие. Есть депрессия, например, либо проблемы с личностью. Это же никак невозможно решить только сном, поэтому нужен какой-нибудь другой способ. Хорошо, давайте послушаем пессимистов. Все это в совокупности, все это вместе, да, если соединить сон, правильный сон, здоровое питание, если слушать музыку, читать любимые книги, заниматься своим любимым делом, то все это вместе, конечно, крайне положительно влияет на наше ментальное здоровье тоже. Хорошо, еще мнение? Ну, я согласна с мнением оптимистов и пессимистов, что все же физическое... Когда мы уделяем внимание физическому здоровью, это тоже в какой-то мере влияет на наше ментальное состояние. Однако, мне кажется, что все же духовно, как-то умственно тоже нужно делать разгрузки каким-то другим способом. Аплодисменты. Надежда, что вы думаете, вы согласны ли вы с мнением наших участников? Из интервью нам показали, что такое ментальное здоровье. Еще не совсем в обиход, в массовое сознание это понятие вошло. Что такое психологическое здоровье, люди сразу ну понятно, у меня этого нету, да, кто сказал, а где это? Я вообще про это не думаю. Но все, что они говорили, на самом деле взаимосвязано. И получается, что надо еще заботиться об эмоциональном интеллекте. То есть ментальное здоровье зависит от эмоционального интеллекта. И то, что вы говорили, да, вот и музыка, и физическое все, оно нам что дает? И то, что у меня есть личное время на себя, на отдых, на расслабление, на хобби, я от этого что получаю? Какой-то эмоциональный заряд, энергетический заряд, да, я этим восполняюсь. Это и есть мой ресурс. То есть энергетически, чем больше я этими ресурсами наполнен, получается, тем больше я могу тратить, я могу работать, я могу общаться, я могу создавать какие-то проекты, участвовать в чем-то и так далее, и так далее, и так далее. Ну что ж, друзья, наступил тот самый момент истины, когда нужно определиться в своей окончательной позиции. Все-таки вы больше придерживаетесь стороны оптимистов или же пессимистов? Пессимист, который убедился в аргументах оптимистов, может перейти на сторону оптимистов, а также наоборот. Ну что, меняемся? Вы все равно все остались при своем мнении. Хорошо, давайте поаплодируем друг другу. И Надежда, у вас есть возможность определить лучшего участника, и вручить ему свой презент. Так, у меня есть несколько участников. Да, здесь явный лидер, молодой человек. Вас как зовут? Ниргун. И там тоже молодой человек и девушка. Троих я хотела бы, наверное, выбрать, да? Хорошо. Давайте мы ребят пригласим подняться на наш подиум. Ну что, ребята, давайте с вами немного познакомимся. Поподробнее, пожалуйста, немного расскажите о себе. Всем еще раз привет, меня зовут Наталья, я студентка юридического факультета, первый курс, учусь сейчас в УФУ. Эта тема мне была очень интересна, я рада, что меня пригласили, и я выслушала такое экспертное мнение. Респектабельно всем привет, дамы и господа, меня зовут Никифоров Сафрон, и я являюсь студентом АГИКИ, второй курс. Мне очень понравилось, прям очень сильно понравилось. Видно, что вы очень человек-профессионал своего дела, да? Опять же, ваш склад ума очень такой, модернизированный, да, так скажем, обогащенный. Опять же, спасибо за участие, мне очень понравилось. Хорошо. Спасибо. Еще раз добрый вечер. Меня зовут Пермяков Ниргун, я студент первого курса Северо-Восточного федерального университета, учусь по направлению американские исследования, Институт зарубежной филологии и регионоведения. Что могу сказать? Прошла очень интересная, занимательная, конечно же, в первую очередь познавательная беседа с вами. Я узнал очень много нового и хотел бы поблагодарить всех участников за такую интересную передачу. Спасибо. Спасибо. Давайте поаплодируем. Пожалуйста, Надежда, слово вам.
И у меня для вас, для людей, которые очень активно участвовали в нашей дискуссии, высказывали собственное мнение, обсуждали все, проявили себя максимально на этой передаче, есть подарок. Да? И это, конечно, что может подарить психолог? Ментальное здоровье. Каким образом? Я вам дарю всем индивидуальную консультацию. У меня. Здорово. Давайте поаплодируем. Очень хорошо. Хорошо, дорогие друзья, мы приглашаем вас всех присоединиться к нам на подиум, для того, чтобы мы еще могли немного пообщаться, ну и пофотографироваться. Пожалуйста, друзья, поднимайтесь сюда. Это была передача «Я молодой». Подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт ir.nvk и будьте в курсе наших событий. С вами были Антон Васильев. И Лина Гагарина. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Формат передачи очень хороший. Это такая хорошая площадка для дискутирования, для того, чтобы можно было посмотреть на проблему с разных сторон. И мне очень понравилось, я вообще люблю слушать мнение молодых людей, какой-то новый взгляд, какой-то совершенно необычный, может быть, нестандартное мышление, может быть. И здесь мне понравилось, что были активные ребята, но мне бы хотелось, чтобы активных ребят было бы как можно больше, чтобы молодые люди не стеснялись говорить свое мнение, чтобы у них это мнение было, чтобы они могли его аргументировать, настоять на нем, выразить его и как-то вот вести именно полноценную какую-то дискуссию. Но интересно мне было, я получила большое удовольствие и от вопросов, и от мнений, и от целой передачи. И большое спасибо ведущим замечательным, да, которые вот так хорошо все это провели.